Если мечта, что хочу, чтобы люди летали в космос, как в Турцию. Вы говорите, сейчас лучше относятся к предпринимателям. И мы начинали, сравнивать с советским временем. Посмотрим, что скажет нам налоговый кодекс в следующий год. Мы 30 лет назад мы не были банановой республикой. Не надо говорить, что у нас ничего не было. Налоговый кодекс в этом году очень хорошо пошумел. Активно участвовали предприниматели, палата активно участвовала в отстаивании. Депутаты, общественники. Вообще в целом многое удалось отстоять. В Казахстане последние 30 лет национальная мечта это была, госслужба, коррупция, какие-то такие вещи, которые есть, которые нельзя отрицать. Мы должны всегда принять правила игры. И нам нужно парадигму эту менять. Потому что плохое залетает, людям интересно смотреть. У нас классный человеческий капитал. Наши все дети, которые выигрывают соревнования по робототехнике, и они выигрывают, мы это видим. Да, мы смотрим новости каждый день где-то. Где все... Вопрос, где эти дети, как они могут себя здесь реализовать? Я не говорю, что в 50-м году у нас все будут киборги ходить, но часть людей такими будут. Гениально, мы прям предсказали, Артем, будущее, но все-таки вернемся к предпринимательству. Давайте, да. Кроме Казахстана никто не заинтересован, кроме нас с вами, сидящих здесь в студии. Это нужно открыто говорить и никто не заинтересован в развитии нашей страны. Нужно это... Никто за нас не придет, не придет Джордж Буш и не сделает нас счастливыми. Здравствуйте! Это «Бизнес Байлам», подкаст о людях, которые создают новую экономику Казахстана, меняют правила игры и двигают вперед то, что завтра станет нормой. Сегодня у меня в студии человек, про которого трудно сказать, он из одной отрасли, потому что он из 3 вселенных сразу. Промышленность, видеоигры, космические технологии. Предприниматель, инвестор, мультирыночный визионер, основатель промышленной компании Profiland, создатель студии игр и интерактивного кино Rhino Tales, инвестор в Spice Tech, стартапы, которые работают в Европе и США. И, наконец, автор аналитической записки о будущем промышленной политики Казахстана. Сегодня у нас в гостях Артем Слесаренко. Здравствуйте, Артем. Спасибо, что согласились. Жанна, здравствуйте. Спасибо большое, что вы меня позвали. Вы так меня представили. Мне самому стало, я не знаю, как правильно сказать, или стыдно. Я засмущался. 20 лет стажа, такой опыт. Тем более, я думаю, у вас такие очень интересные направления, которые действительно, наверное, каждый начинающий предприниматель и действующий, который, наверное, тоже ставит себе. Это вот прям у вас и промышленность, и космос. Ну и видеоигры, наверное, такое что-то из детства. Такое космическое, что-то интересное. Ну и космос, который, наверное, не каждый мечтал, смотрел на звезды и хотел преодолеть и как-то частично прикоснуться к этому. Я думаю, вам это удалось. Тем более вы, как говорится, внесли лепту, в эту отрасль. Поэтому хочу сразу зайти, Артем, с таких интересных вопросов. Передо мной человек, который производит металл. Это тоже у нас в Казахстане развито. Вы карагандинец, делает игры для PlayStation, инвестирует в спутники. Я уверен, что все эти части большой логики. Это разнообразие интересов, наверное. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о 3 уровнях. Первое – это личные стратегии. Второе – о бизнесе и рынках, потому что я знаю, вы давали очень много интервью в разных подкастах, поэтому и о вашем видении развития Казахстана. Вот как-то глобально хочу в связи с тем, что вы такими вещами занимаетесь. Давайте начнем с вас. Как вообще появляется предприниматель, который плавно перемещается между заводом, технопарком и космосом? Можно вот сразу с этого начать, с такого глобального. Как вы появились? Это было поэтапно? Или это какая-то детская мечта? Или все-таки среда, может быть, семья, может быть, повлиял друг или дед? Смотрите, предприниматели, на самом деле, наверное, в каком-то энном поколении, потому что у меня, на самом деле, многие мои предки занимаются предпринимательством, и на момент до Советского Союза, и в момент Советского Союза, и за это сидели, условно, за предпринимательство, то есть это в таком формате. Но предпринимательство это, как сказать, наверное, у меня в генах. Да, у меня отец был предпринимателем, то есть я смотрел, как
надо делать бизнес, как не надо делать бизнес, да, то есть всегда в таком формате, да, наверное. Мой отец всегда говорил, что умный, там, дурак учится на своих ошибках, умный на чужих. И я поэтому всегда старался смотреть, что, где, как, какой опыт чужой могу применить, чтобы развиваться. Вот у вас 3 большие отрасли. Как вы перемещаетесь между этим? У вас вы сами всеми руководите? Или Смотрите, у вас... на самом деле сложно. Раз вопрос, какие, ну, как правильно сказать, фокусировка на самом деле очень важна, да, и это сложно. По-хорошему, в идеале ты должен, вот, чем ты занимаешься, чем-то одним, у тебя должен быть, ты должен в душе думать про то, как там, тебе сделать лучше, да, это предприниматель. Вот, но здесь, то есть у меня как бы разные роли, то есть первый проект, это, который моя компания, я там, получается, один акционер, но на самом деле уже последние 10 лет мы работаем вместе с супругой, то есть и я как предприниматель создаю хаос, а она создает порядок из этого хаоса, да, условно, партнер. Второй бизнес, у нас 3 партнера, и у нас получился хороший стек, в котором у меня бизнес-компетенция, а у ребят это творчество и аналитика. Вот. А в-третьих, а в SpaceTech я зашел с позиции как инвестор, и там посмотрел несколько стартапов, и посмотреть, пощупать, мне интересно данное направление, но там, я скажу, проблема в рынке такая, что еще, наверное, ранний тайминг для захода. Есть что объять. Не то, что, то есть вопрос, индустрия, она вроде большая, то есть там 300 миллиардов индустрия, долларов весь SpaceTech оценивается. Из них запуски это всего там 10 миллиардов долларов, которые и кажутся огромные, но или даже еще меньше. Вот, но там, например, там 70% рынка это телекастинг, телевещание, спутниковая сеть. Вот, поэтому там еще рынок, он именно для предпринимателей чисто в творческой такой, предпринимательство это формат творчества, бизнес-творчество, да, можно сказать, то там еще какой-то ранний тайминг. Вот. Потому что у тебя на стыке ты работаешь, твои клиенты это государство в основном. Все-таки ориентир у вас государство. Ну, там такой рынок, такая индустрия. За 20 лет стажа вы все-таки искатель приключений или стратег? Или обычный предприниматель, где ищет выгоду в каждом направлении бизнеса? Ну, вы знаете, наверное, в моем случае моя мотивация – это чтобы было интересно. Отвечая на ваш вопрос, скорее всего, искатель приключений. Угу. И, получается, можно искателем приключений хорошо заработать у нас в Казахстане? Или это мы, например, всегда в пример ведем Америку, да, там американская мечта. Можно ли сказать, что у нас есть тоже казахстанская мечта, что то, что у тебя заложено или о чем-то ты мечтаешь, ты можешь это все-таки реализовать, если хорошо постараешься? У нас же с вами откровенный разговор. Как вы думаете, какая казахстанская мечта? Какая казахстанская мечта? Ну, я думаю, наверное... Последние 30 лет. Последние 30... Вот мы 30 лет нашему государству. Ну, я человек, который работает в пиаре, больше, наверное... Моя мечта, естественно, чтобы будущее моих детей было стабильным. Мне хочется, чтобы у нас в стране было больше людей дела, раз, да, и то есть чтобы это была там наша казахстанская мечта, там предпринимательство, созидание и так далее. Вот, к сожалению, ну, с моей точки зрения, и, наверное, многие с этим согласятся, что в Казахстане последние 30 лет национальная мечта это была, там, скажем, госслужба, коррупция, какие-то такие вещи, которые есть, которые нельзя отрицать. Мы должны всегда принять правила игры. И нам нужно парадигму эту менять. Чтобы мы гордились там предпринимателями. Вот сейчас, на самом деле, я вижу тренд идет, то есть, да, вот и президент выступает, и как предприниматели начинают относиться, ну, с большим лучше. уважением. У нас, видите, у нас от Советского Союза осталось, что предприниматели кто? Спекулянты. Спекулянты. Слово спекулянт. Оно даже с на него смотришь, у меня аж мурашки по коже. Спекулянты. То есть это что-то противозаконно и так далее. И как бы отсюда отношения, то есть, ну... Непорядочно. American Dream, то есть они как бы, они хотят туда, видят там успешные кейсы и там повторяют. Надо, чтобы у нас больше людей шло и в предпринимательство, раз, в развитие, и не только, то есть здесь и классные специалисты, и классные топы, управленцы, и инженера, то есть это все, что там здоровый бизнес подтягивает там и здоровую конкуренцию, и людей, ну, выводит на новый уровень, и... Ну, многие там предприниматели, и средний, и крупный бизнес, они стараются вкладывать в сотрудников, в развитие, то есть и личностных качеств, и
профессиональных качеств. Вы говорите, сейчас лучше относятся к предпринимателям. И мы начинали, да, сравнивать с советским временем. Посмотрим, что скажет нам налоговый кодекс в следующий год. Да, если мы говорим со стороны налогов, надеюсь, мы не умрем в следующем году. Со стороны налогов, да, налоговый кодекс в этом году очень хорошо пошумел. Активно участвовали предприниматели, палата активно участвовала в отстаивании. Депутаты, общественники. Вообще, в целом многое удалось отстоять. И, кстати, недавно на Алтын-Сапа президент тоже кое-какие моменты сказал пересмотреть. Это уже как бы... Осталось 20 дней до Нового года. Я не знаю, что получится пересмотреть и утвердить. Надеюсь, пересмотрят и в пользу предпринимателей. И от слова «предприимчивый». Вот это вот слово прекрасное, наверное, нужно развивать, что и палата всегда делает, что вот солидарность, ответственность, социальная ответственность, она всегда присутствовала и присутствует. Поэтому, наверное, приходя к тому, что, опять-таки, не могу не задать вопрос, как вам удается все 3 ниши закрывать, и откуда вы берете, Почему вы принимаете такие решения, и вы чувствуете это, что это мое, что да, вот какая-то вот есть, не знаю, вот какие-то грани, может, критерии, где вы определяете, в каком направлении. Вот. Космос это что-то. Конечно, да, вы не полетели в космос, как это другие делают, вы туда вложили деньги, это потому что геолокация и так далее, это все, что сейчас у нас работает, наверное, где мы зависим. Как это происходит на вашем опыте? По производству я, кстати, никогда не думал, чтобы заниматься металлом. У меня дед был металлургом. А потом я такой думаю уже, так, интересно, все-таки я иду, корни берут свои, то есть металлообработка. Это был мой первый бизнес, да, условно, в который получился, наверное, он был там неосознанно. Предложили, вот такая идея, давайте, загорелись, вперед. Как-то слабоумие, отвага, это наше все. Это первый бизнес. Но вопрос второй. В 2017 году, почему я занялся играми, мне хотелось делать то, что можно было бы экспортировать из нашей страны. И вопрос все равно то есть Казахстана нет выхода к морю, это правда. У нас дорогая логистика находится в центре Евразии. И мы из Караганды отправляем товар в Атырау и проходим 3000 километров. Это реально 3000 километров. Если мы находились в центре Европы, то мы бы, от Берлина за 3000 километров дошли бы до Москвы. И у тебя там рынок 300 миллионов населения, да, то есть постиндустриальная страна. Вот. А у нас мало населения, рынок средний, то есть производя физические товары, их сложно экспортировать. Вот. И я подумал, что можно создавать продукты, игры. Я, на самом деле, геймер с 93-го года, можно так сказать. Детское развлечение. Да. Одно дело, когда ты играешь, это хорошо. Потом, когда ты делаешь игры, романтика вся уходит. Уже, и кино тоже сняли, когда я такой, кино сняли, окей, все понятно теперь, как индустрия работает и так далее. Но вопрос, ты можешь делать продукты, которые работают на международном рынке, и ты от другого пользователя, чтобы купил, вас отличает только один клик. И одна транзакция. Все. То есть ты не хотел сделать продукт, который бы не зависел от Казахстана, в котором выручка, в которой не зависит от того, что будет с нашей экономикой, с экономикой региона Евразии, ЕАЭС, да, то есть что может быть, то есть такое, снижение рисков. Мне хотелось сделать какой-то международный проект. То есть, собственно, переход в игровую индустрию это был как выход на новый масштаб. С масштаба Казахстана выход на масштаб всего мира. Вот. Со SpaceTech история интересная. Это как выйти за масштабы Земли. То есть вопрос, реально, то есть если мы посмотрим на мир сейчас, он максимально относительно понятный и простой. Вот наши все континенты и так далее. Если мы посмотрим на мир в 2050 году, он в 2035 через 10 лет будет сильно отличаться от сегодняшнего дня. Вы уверены? Как вы его представляете? Я абсолютно уверен. В 2050-м он будет отличаться сильнее. И те компании, которые сейчас смотрят туда с прицелом, это не произойдет переход за один год. Нет. То есть те же языковые модели начинались 10 лет назад. 13-й год, 15-й год. Это была такая
околонаучная история, в которой все занимались. Только потом уже... Но сейчас ты не можешь запрыгнуть там в этот паровоз, условно, как бы и с нуля построить... можно какие-то вещи, но все равно там тебе нужна база, тебе нужно отстроиться. И вопрос там со спейстехом — это история в том, какие будут новые... Не то что единороги, новые сегменты. Кто будет новой там элитой? Мировой, какие корпорации. То есть сейчас текущего формата это там транснациональные корпорации, но мы смотрим, там мировая элита — это соцсети, точнее, там Facebook, это получается там Google, Facebook, то есть айтишка. Метавселенная мы еще называем ее. Метавселенная, они в Facebook они вложились в мету, но не заработали. У них там все сложно. Все сложно, но все-таки она очень хорошо захватила мир, который, наверное, где-то и объединяет, и где-то мешает. Это такая штука, которая... Соцсети, да, то есть мы соединены. Но вопрос, что будет следующий переход, точно там робототехника. То есть это там еще... Инженерия все-таки возьмет свою. Диптех, то есть потому что в софте мы сделали, следующая история — это там технологии. Роботы делают через 10 лет. Я говорю, мы не узнаем мир сегодня, и вот будущее, оно так наступает. Вы прям верите, что в будущем мы будем жить с роботами, и это вот в 2050 году? Просто ваше мнение интересно. Я вам скажу, что, к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, но Homo sapiens в текущем формате, в котором мы сейчас с вами живем, мы одно из последних поколений, которое является человеком Homo sapiens. Приземленным. Так. Нет, не приземленным, генетически. То есть вопрос, следующие люди, которые, у нас с вами из предпринимательского ушел в туристический, раз уж такие темы. Биоинженерия вообще. Вопрос, люди видоизмененные, люди, соединенные с соцсетями, то есть с интернетом и с технологиями, они будут. И новые сущности. Вопрос сейчас, в какой-то момент это будут гики. Я не говорю, что в 50-м году у нас все будут киборги ходить, но часть людей такими будет. Сейчас это уже происходит, потому что мы с вами сидим, вот телефона. Условно, мы просто не вшили его в голову. Следующий вопрос, когда мы поставим себе импланты, которые уже сейчас идут как медицина, и опробуются, там Илон Маск делает, там Neuralink, еще стартапы, которые делают, как, правильно высказаться, сначала с медицинской точки зрения, помочь недееспособным людям снова вернуться в строй. Вопрос, когда эти импланты станут усиливающими способности обычных людей? То есть вы поставили себе пластырь, можете там, условно, поставили чип, думаете в 5 раз быстрее. 3 суток не спишь, ходишь на работе. Так себе идея. Но вопрос, вы думаете, делайте все в 5 раз быстрее, думайте. Сколько людей себе? Первый вопрос, когда одни себе начнут ставить, а Homo sapiens, как наш человек, остается, получается, неравенство, и вы остаетесь на другой, то есть на более низшей эволюционной ступени, как бы это ни звучало. Цепочки, да, вот это новая цепочка. Можно так, наверное, назвать. То есть, вопрос, мир, который мы знаем сейчас, мы смотрим в очень быстрый переход во что-то новое. Гениально. Мы прям предсказали, Артем, будущее, но все-таки вернемся к предпринимательству. Давайте вы про наши. И 40 стран у вас охват бизнеса, правильно? Нет, смотрите, то есть вопрос... Учитывая ваши вот эти проекты в видеоиграх и так далее. Нет, смотрите, то есть, наверное, неправильно сказать 40 стран. То есть у нас, например, производственная компания — это в основном Казахстан и какие-то попытки экспортировать продукцию там, в соседние страны. Игровая студия — там весь мир. Но вопрос такой, что там, как правильно сказать, весь мир? У нас игровая студия, она в цифровом формате. Да. Получается, у нас сотрудники все в разных странах. Это Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия, разработчики там Польша, Турция. Мы разрабатываем продукты и потом продаем их через дистрибуционные платформы, как Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo. Мы делали первый проект, это было наше MVP, это было интерактивное кино, да, называется. Мы его перевели на 20 языков. Там 40% продаж у нас было на Китай, 10 Россия, 10 США и другие страны. В Казахстане практически не было. Там мы продали, мне кажется, 100-200 копий или 300, может быть, немного. Но мы хотели сделать продукт, который был на мировой рынок, и туда были все усилия приложены. Зритель, получается. Да. Но это он продавался как игра. То есть это игровое кино, в котором ты можешь делать выбор, что делать главному герою.
Вот Как сейчас называется игра? называется, ну, по-русски называется «Она сердится». Она Это- сердится? Она сердится. Это такой... Это про девушку? Да, про девушку. Да. С главной героиней в главной роли. Ага, Ну, вот. интересно. Это, можно сказать, маленький Z или... Да, ну, как сказать, вы знаете, у нас было... На самом деле у нас 3 фаундера из Казахстана. Мы привлекли режиссера с Москвы. А когда съемки делали, мы делали съемки в Беларуси. Ну, то есть это... Такой международный опыт. Международный. Но, то есть, когда проект мы сделали за 10 месяцев, над проектом работало вообще больше 140 человек. Если вот считать всех людей, кто участвовали и в команде локализации, И в команде... каков этот международный опыт? Что он вам дал? Больше вот как инвестору, как человеку, который решил такие интересные вещи делать в Казахстане. Он, наверное, он просто показал жизнеспособность этой модели, что можно делать, и здесь есть потенциал. Мы сделали, это было на самом деле, это было MVP, это было как демо-версия, потому что мы не смогли привлечь деньги на большой проект, и мы решили сделать там на свои, на кредитные, когда создавали первый проект. Вот. И что он дал, то есть, ну, показал, что как работает индустрия, поняли, пощупали. Ну, вы знаете, я сам всегда такой человек, можно много читать книжек, но мне проще, это, знаете, такое, типа, ну, шкура на кон. Ты деньги поставил, вложил, а все, учишься быстрее. То есть сюда засадили деньги, Все-таки посмотрели. такой, наверное, кураж для развития, наверное, больше так, для собственного личного развития тоже. Ну, во-первых, это же всегда выход на новый масштаб. Ты сначала предприниматель выходит, ну, ты лично выходишь на новый масштаб, потом бизнес выходит на новый масштаб, и это переход, ну, сначала начинается с себя, как бы это ни звучало. А попытка зайти туда, ты туда заходишь и себя пересобираешь, вот, что тебе нужно в новой индустрии. Единомышленников среди друзей, предпринимателей находите? Такие проекты? Смотрите, сложный вопрос для предпринимателей, про единомышленников, потому что всегда, когда мы... То есть у нас и так априори, ну, люди разные бывают, но у меня там и так априори, там, может быть, несколько друзей, которые из тех, которых мы росли, и которые один в Алмате, один в Москве, один там, один, ну, то есть... Партнеров, не знаю, или таких же ребят, которые... Вот, и вопрос для предпринимателей всегда трудно найти, дальше ты становишься там, типа, один. А вот что хорошо работает, что я вижу, это бизнес-клубы, в которых есть единомышленники, и там, в Казахстане есть несколько бизнес-клубов, которые там большие есть, российские, есть казахстанские. Они все-таки нужны, и они помогают. Да, они помогают. Вопрос, что ты приходишь в пространство, где тебя люди понимают. Понимают. На одном языке. На одном языке. Какая ваша часть работы приносит эмоциональную энергию? Завод, игры, космос. Вот опять про эмоции. Вы знаете, я бы ответил, что, наверное, вызовы их преодоления. Вот то, что интересно. Вот я сколько себя наблюдаю, вот мы там вышли на какой-то уровень, потом нужно что-то новое, чтобы дальше тебя драйверило. Для меня это что-то новое, интересное, ну и плюс вызовы. Вызовы все-таки, любые. Ну, вызовы, да. А вызовов в Казахстане много, я так думаю. Мы плавно перейдем к тому, что вашему первому бизнесу это ваш завод в Караганде, Карагандинской области, где вы немало труда, я тоже про это прочитала, вы брали первые кредиты, думали 150 миллионов, потом это около 500 миллионов, да, вылилось? Нет, у нас первые кредиты были $500 тысяч. 500 тысяч долларов. Были кредиты, да. Ну, вы рассказывали в одном из интервью, поэтому это тоже такое, наверное, детище, где тоже были вызовы, и их преодолевали. Ой, там... Расскажите теперь мне поподробнее, с какими трудностями промышленники Казахстана сейчас сталкиваются, как это происходит? С чем сталкиваются там производственники? Казахстан, по сути, это несколько групп клиентов, условно, которые есть. Одна группа клиентов – это население, это розничный бизнес. И на вершине этой цепочки там стоят продавцы недвижимости. Ну, как бы строительство. Потому что национальная мечта наша, ну, это купить квартиру, машину. Ну, это как бы такой базовый... Стандартный набор. Стандартный набор, да. А ты, говоришь, 20 лет не купил еще себе квартиру? Да. Так вот, то есть это один рынок. Второй рынок – это государственный сектор. Потому что государство – большой драйвер госзакупок. Причем, кстати, мы когда смотрим на... Я думал, что вот у нас как бы раздут наш бюджет,
Я посмотрел бюджет США, и у них экономика там 25-30 триллионов долларов, из них 11 или 12 триллионов – это госзакуп. Ну, в смысле, государственный бюджет, который там, и больницы, и так далее. Но как бы, то есть у них там в структуре экономики 40-50% занимает государство. Как бы... Нормально идем, значит. Ну, я бы не сказал, что это хорошо, то есть надо все-таки уменьшать долю, но да. И третий рынок – это промышленность, промышленное строительство, промышленные поставки, оборудование. И вот три кита, на чем, ну, не то, что там три больших сегмента, на чем работает... Основа экономики страны. Казахстан, да. И вопрос, мы очень хорошо научились строить. Ну, за период строительства, вот в Астане сидим сейчас, очень много красивых зданий. Прекрасный вид. Да, прекрасный вид. Большая в этом экспертиза и большой рынок. Но вопрос, многие производители смотрят на рынок гражданского строительства. Он есть, но он зависит у тебя от платежеспособности спроса населения. И часто производственники там не смотрят на рынок промышленности. И там у нас ситуация такая, что у нас это такой очень крупный рынок, и он очень разношерстный. В Казахстане ты бывает вся таблица Менделеева, и у тебя во всем рынке у тебя есть куча... То есть если мы возьмем там даже нефтегаз, вроде бы нефтегаз, но у тебя есть добыча нефти, транспортировка нефти, переработка нефти, нефтехимия, газ, добыча газа, то есть у тебя отдельно Казахгаз, отдельно, то есть нацкомпания, отдельное направление, и свои технологии, и свои... Хотя мы просто назвали точно так же горно-металлургический комплекс, в котором есть там и золото, и сталь, и медь. И везде у тебя свой рынок, своя устоявшаяся культура потребления. И вопрос, с чем сталкиваются... Вот рынок, я бы сказал, на самом деле, рынок строительства, он есть, но он маленький, он зависит от населения. Государство частично тоже зависит от населения, это налогооблагаемая база. Второй вопрос, сколько тебе дадут там нефти доллары. И как бы ребята с промышленностью, недропользователи и так далее, они, как правильно сказать, вот в этом рынке мы видим большие перекосы в сторону импорта, в сторону иностранной продукции. Вот сегодня, я не знаю, это можно, не то, что можно говорить, нельзя говорить, но вопрос, там вот, давайте так, ладно, будем говорить. Крупные проекты, которые строятся, в них практически нет требований по локал-контенту. А именно такие там, вот когда вот вопрос, я сказал вот по логике, я сказал, что мы хорошо научились строить, за 30 лет. Мы классно научились строить, и у нас под это подтянулась индустрия. То есть много что строится, производится в Казахстане. И ваше производство, я думаю, наше производство, да, то есть и наше производство. То есть мы одно производим, второе, там, металлопрофиль под фасады, кабельные лотки, под конструкции подсолнечной электростанции, металлопрофиль для окон. То есть, мы много производим. Окей, мы научились. Вопрос, когда мы заходим в промку, вот прямые иностранные инвестиции, и здесь у нас получается, что здесь и промышленность добывающая, раз, и киты, там условно нефтяные, там ТШО, КПО, НСОС, и газовая отрасль, которая сейчас, то есть идет трансформация, мы становимся больше газовой республикой. И получается, вся горнорудка, она никак не участвует в развитии страны, в развитии местного производства и того, чтобы деньги оставались здесь. Мы строим крупные заводы на миллиарды долларов, там, на 5 миллиардов долларов, на 6 миллиардов долларов, в которых нет требований по локал-контенту. БРК финансирует. БРК – это, извините, это деньги наши, на самом деле, это деньги налогоплательщиков, деньги бюджета, которые мы взяли из нацфонда, мы взяли из налогов, мы взяли у населения, мы взяли у бизнеса, отдали их в БРК, в который пошло часть в дому, пошло, да. Ну, типа, вот понимаете вопрос. Здесь мы даем, нам говорим, не хватает денег на субсидии. Тут же мы финансируем там, крупный завод, и мы даем там, 200-300 миллиардов на строительство. Я не говорю, что это плохо, да. Но мы должны давать, и у нас должно быть требование, чтобы эти деньги пошли и максимально освоились в Казахстане. А то, как сейчас устроен наш плацдарм, деньги приходят, то есть и прямые иностранные инвестиции, и государственные деньги в том числе, потому что государство на крупные промышленные проекты не закупает, оно дает в генподряд. И там уже теряет требования о локал-контенте законодательства. И получается, деньги
приходят, и они вымываются из страны. В итоге нашему, получается, промышленному производству мешает? Нашему промышленному производству мешает кривая площадка, которую нужно исправить. То есть это набор правил. Исправить. Набор правил. Да. Правила менять полностью. Да не полностью. Нужно несколько вещей исправить, Какие? в которые наш рынок и промышленное производство, все мы, казахстанцы, будем больше... Потому что то, что произведено здесь... Ставку ставить на маленький Z, и все. Да? Больше финансировать, не знаю, кредитовать, может быть. Смотрите, нужно сделать... Я не дошел еще со встречи до БРК. Нужно посмотреть, в БРК вроде бы они начали зашивать требования по локал-контенту, но вопрос какой? Нужно, чтобы было там 30, 40, 50%. Второй вопрос. Первое, то есть БРК и все, то есть то, что финансирует государство. Через институты развития. Второе, то, что финансирует государство через свои. То есть, потому что, когда он закупает, есть требования Made in KZ. Когда вы говорите, постройте мне школу, там, если есть требования, то там штраф 1 000 000 тенге, что можно, что хочешь покупать, и не следить за процентом local контента. То есть нужно на этапе проектирования, на этапе строительства, чтобы было там 30, 40, 50% этих денег осваивалось внутри страны. Четвертое. Вопрос. Все там СЭЗы, те, кто получают налоговые льготы и так далее, им тоже нужно зашивать требования по local контенту. Почему? Потому что когда не привозят, не платят НДС, не платят пошлины, не платят второе, то есть там еще освобождение КПН на 20 лет, это все деньги государства, которые при прочих условиях... И вопрос, там, скажем, иностранные инвесторы, которые приходят, иностранные или местные, они же не заради налоговой льготы это открывают. Они открывают, они не смотрят, там законодательство может через 5 лет поменяться, там условно. Но вопрос, они смотрят и говорят, так, мне интересно добывать руду такую, я ее использую у себя в Китае, буду делать солнечные панели, буду кремний здесь добывать. Мне интересно, он ставит, у него есть свои... То есть как бы должен быть коммитмент, мы должны быть за вин-вин, в таких интересах должен быть выгодно и инвестору, и Казахстану. И чтобы, то есть вопрос, через классно мы привлекаем инвестиции, через привлечение инвестиций мы должны развивать местное производство. Вопрос, и мы можем это делать, у нас позволяет рынок и так далее. Но когда в крупных проектах требования, вот мы общаемся сейчас с заводом «Селена», и переговоры идут по поставке там, нашей продукции, у них... Мне вот, честно скажу, я не проверил эту информацию, знаем, но сказали, что у них всего 10% требования local content. 10% мы привезли бетон, который ты далеко не привезешь, привезли там цемент, песок, карьер, металла немножко купили, металлоконструкции. Все есть. Дальше вези, что хочешь. И вопрос отсутствия, скажем, нашей последовательной политики про требования local контента, оно там уже привело к тому, что там у ТШО, у НСОС, у КПО бюджеты изначальные, которые были там на строительство там 10-12 миллиардов долларов, они выросли в 4, в 5, там, в 7 раз. За счет того, что на этапе строительства были завышены капексы и оборудование. Я хочу везти сетку рабицу из Англии. Привезу, но вопрос, за счет чего? То есть, но вопрос, Казахстан не получит деньги до того момента, пока капексы не отобьются. СРП так устроено. И по факту завышенные капексы привели нас к тому, что Казахстан получает меньше денег. Наверное, это просто поэтапные вещи. Если это было 20-25 лет назад в области фантастики, когда были и заводы разваливались, и все, в общем, у нас стояло. Сейчас мы уже, наверное, усовершенствовали что-то. Наверное, я думаю, что настал момент. Вы считаете, что... Да, он и раньше наставал, на самом деле. Мы 30 лет назад мы не были там банановой республикой. Не надо говорить, что у нас ничего не было. У нас были сильные инженера, у нас было машиностроение. Индекс там по машиностроению, да, или еще почему-то в Казахстане сейчас хуже, чем 30 лет назад. То есть на момент развала Советского Союза у нас было и компетенции и так далее. Потом мы на самом деле попали в яму, когда, то есть даже вопрос компетенций человеческих, потому что мы все, даже я сам был, мы пошли менеджеры, экономисты и юристы. Наше поколение, которое пошло молодое, потому что никто не хотел идти на инженера. Все хотели финансистами, юристами стать. Да. Кто в бизнес, тот менеджер и экономист,
Кто на госслужбу, тот на юриста, юриспруденция и так далее. Вот наше поколение, чем мы не страдали. Но вопрос, тогда были компетенции, и сейчас есть. И мы как бы их набили, и нужна политическая воля, чтобы сделать изменения там раз, два и три. И это не что-то сверхъестественное. Это все можно сделать довольно-таки быстро. Кроме Казахстана никто не заинтересован, кроме нас с вами, сидящих здесь в студии. Это нужно открыто говорить и никто не заинтересован в развитии нашей страны. Нужно это. Никто за нас не придет. Не придет Джордж Буш и не сделает нас счастливыми. Условно, никто не решит наши проблемы. Мы сами самодостаточная страна. Мы должны честно называть наши проблемы, принятие. Второе, мы должны смотреть, как можно решить. И третье, решать. Вопрос, и это можно делать, и мы должны последовательно, шаг за шагом, что-то получится в этом году, что-то в следующем, что-то. Но вопрос на горизонте 15 лет у нас будет новая страна. Когда мы будем последовательно, то есть у нас будет все, мы говорим, что четко, ребята, вот мы приняли политическое решение, Made in KZ, он у нас идет, требование, local content, пусть они думают, как его набрать, пусть они думают. Это их проблема. Это их проблема, 40%. Пусть они напишут письмо, скажут, вот мы набрали 37, больше не можем, и так далее. Причем там часто это высокотехнологичное оборудование, которое здесь не производится, и то есть его не то, что не наберешь, но в смысле, ты привез там 70% у тебя там это оборудование, которое здесь не производится. 30% отдайте нам, чтобы было честно. Здесь производится это все. То есть мы платим налоги и зарплаты, мы платим налоги в бюджет, мы платим НДС. Вот мы на сегодняшний день 170 миллионов в этом году заплатили налогов. Я смотрел, 60 миллионов НДС заплатили 2 недели назад. Я ходил, не спал 2 недели, как нам собирать деньги на НДС. То есть вопрос, а со следующего года будет еще больше, то есть будем платить. Мы платим налоги здесь. А иностранцы приходят, СЭЗ 0, то 0, это 0. Но вопрос, когда у нас будет последовательно 10-15 лет, мы говорим, все, Made in KZ, мы поддерживаем здесь, на всех этапах. Это сигнал к рынку развития производств и так далее. Пусть будет у нас больше конкурентов, у нас так есть конкуренты. Но мы вырастим компании, которые смогут экспортировать. Ты не можешь, находясь на подсосе постоянном, покупать новые станки, новое оборудование. Невозможно. То есть вопрос, невозможно эволюционно развиваться. Когда ты не знаешь, с кассового разрыва выйти, одно купить, и так далее. Я хотела задать этот вопрос. Как меняться, когда рынок меняется, и производственная база тоже должна меняться, и вообще нам адаптироваться под новые реалии. Как вы это делаете? Вы же говорите, я уже думаю, как на следующий год буду налоги закрывать. Может, какие-то лайфхаки нашим? Лайфхаки. Платить налоги, лайфхаки. Как их набрать? Да, а лайфхаки к налоговой не мучат предпринимателей, которые платят налоги. Займитесь этим серым импортом, прочим и так далее. И там у нас с вами тоже лежит триллион налогов, которые не добрали. Вопрос относительно маленького рынка, я так скажу, то есть по нашей компании. У нас несколько направлений. И это не просто так несколько направлений. Потому что мы миллиард продаем одной продукции, миллиард другой продукции, миллиард третьей продукции, миллиард четвертой. Вот так 4 миллиарда условно и у тебя получается. Потому что если бы мы у нас есть солнечная энергетика. Если бы мы сидели только на солнечной энергетике направлении, мы взяли проект, хорошо, поставили 200-300 миллионов. Есть розничный сектор, он последний год-два вырос, тоже, то есть объемы есть небольшие. А 2-3 года назад у нас за весь год не было крупных проектов, была только розница. И продажи нашей компании по этому направлению составили, если не ошибаюсь, 26 миллионов тенге. Можно ли содержать завод, если ты 26 миллионов тенге, а у тебя кривая площадка, проекты заходят, но все везут из Китая. Нету предпосылок никаких. А вопрос, у тебя база сырья выше, металлургические комбинаты защищены, у них есть антидемпинговая пошлина на товары из Китая, на сталь из Китая. Я из Китая не могу сталь купить. Она стоит $500, у нас 1000. Условно. У нас база выше. Китай, если я сталь захочу ввести, то я плачу НДС, пошлину 5%, еще антидемпинговую пошлину 20%. То есть, чтобы цена стали выровнялась, без разницы, оттуда везти или сюда. Разницы никакой. Когда везут солнечную электростанцию строят, платят 0% НДС, 0% пошлин. Эти проблемы, их уровень решения, на самом деле, это должна идти политическая уровень, я думаю, не ниже премьер-министра.
Потому что, когда мы начинаем с Минэнерго разговаривать, они говорят, мы вот здесь можем, А здесь приходит комитет по инвестициям от МИДа, они говорят, вот здесь не можем, мы с инвесторами договорились уже. Там, и так далее. А здесь, говорят, здесь межправсоглашение подписали уже, вон там подписали межправсоглашение, говорят, мы ничего не можем сделать. И вопрос, нам нужны правила игры, и нужна консистенция, последовательность и стабильность. Получается, Если сейчас ситуация в лабиринте. Такие, как то есть в происходит. лабиринте, здесь на уровне... Там уткнулись, назад пошли. Да, то есть здесь это область Минэнерго, это МПС, Министерство строительства и промышленности, это МИДа, это там еще, это межправсоглашений. То есть и ты ходишь ну, не то, что ходишь, нельзя решить на это. И это не может Минэнерго сам решить, там, или Министерство промышленности. Потому что область их выходит за рамки их компетенции. Это нужно идти, согласовывать, еще что-то. А потом еще такой вопрос. Мы там начали трек там, с вице-министром с одним. Все хорошо, все окей. Он позвал там и Минпромстрой, и тех. Начали. Через 2 месяца переводят на новую должность. Новый приходит. Все заново. Сталкиваетесь в кабинетах высоких среди бизнеса. Еще вы умудряетесь какие-то космические проекты. Давайте Про хорошее? Давайте про хорошее. Я сейчас слушаю, и я просто вижу, что проблема, не все, наверное, так плохо. Все-таки что-то зарабатывает бизнес. Нет, мы делаем работы, но вопрос, если исправить несколько вещей, если завернуть экономические потоки через того, чтобы интересы Казахстана учитывались, то мы все будем с вами жить лучше. Это вот просто наша экономика. Мы все зависим от экономики. Экономика first, политика second. Когда будут богатые люди, богатые предприниматели платят хорошую зарплату и так далее. Люди не уезжают из страны там, и так далее. То есть, когда хорошая развитая экономика, мы теряем собственные мозги, производство. Когда плохо, то есть люди смотрят... Давайте перейдем к играм. Давайте. В космос из такого тяжелого металлического производства, где столько лабиринтов, как мы сделали с вами выводы. Как вы эту экосистему выстроили? Есть ли будущее? У нас недавно был, Digital Bridge. На высоких трибунах говорили интересные спикеры. Все это реально работает. Я хочу глобально, опять-таки, вас спросить, который человек прикоснулся к этим вещам. Смотрите, на самом деле, Digital Bridge, хорошая площадка. И на самом деле за 7-8 лет, как появился Астана Хаб, у нас принято ругать всегда, часто. Про хорошее не говорим, про плохое. Потому что плохое залетает, людям интересно смотреть. Да. Но на самом деле я скажу, что появилась площадка Астана Хаб, и началась консолидироваться IT-отрасль. И мы видим, как оттуда выросли стартапы, и очень сильно компетенции поднялись в индустрии. Если мы говорим просто, в целом по IT. То есть у нас там сильный GovTech, один из, на самом деле, я часто путешествую по всему миру, и у нас там GovTech отличный. У нас много интересных компаний. У нас последние ребята Hixfield, которые такой потенциал на единорога. У нас много там... Мы в айтишке развиваемся. Это хорошо. И это появилось благодаря, на самом деле, консолидации и последовательной программе развития. Потому что что государство может сделать? Они и возили, и в Америку, и так далее. Там Heroes Journey, еще что-то такое. Ребята видят, насмотренность повышается, что нужно. Преимущество Казахстана, на самом деле, тоже нас мало, нас 20 миллионов. И нужно понимать, почему я игры делал. Смотрите, я игры делал, чтобы выйти за рамки Казахстана. Мы никак, то есть... Потому что мы привыкли производить, у нас есть ископаемые, что-то вы решили... то есть выйти, вопрос в большую игру. Да. И вопрос, нельзя айтишку делать на Казахстан. Маленький рынок. Ты должен сразу делать айтишку на мир. Все. То есть вопрос. И, например, там такие страны, там той же есть же, там, помните, там был Skype, Эстония, Латвия, их еще меньше, там 500 тысяч населения или 1 миллион. Они такие, что мы можем делать? У нас нет ни нефти, ни газа, что мы можем? Мозги. Давайте их туда. Будем делать компании. И вопрос, и эта штука, то есть там Белоруссия был прекрасный, там кластер технологический, который ребята делали, и потом все там условно, там, скажем, относительно развалилось, там все разъехались.
Но это было. Ну, как бы, то есть вопрос, это хороший кейс. Астана Хаб, то есть это как бы хороший кейс по IT, когда вопрос консолидации, то есть последовательные программы развития, они дают результат. Вопрос, если говорить про геймдев, это смежная IT и креативная индустрия. Это такая сложная история. На самом деле, ну, она сложная. Из плюсов геймдева ты делаешь проекты на весь мир. Из плюсов у тебя доступ к последнему кастомеру, да, то есть к игроку на расстоянии клика. Твоей платформы это Store в Steam или в PlayStation, или в Xbox, или в Nintendo, там, или iOS, Android, да, то есть Google Store. И у тебя как бы короткая дистрибуция выстроена. Тебе нужно делать классный продукт, его там заниматься продвижением и так далее. И это относительно тоже как бы, ну, сложно, потому что большой сложный рынок, есть нюансы, но вопрос, индустрия начала развиваться, индустрия 3 года назад, то есть мы сами там были как менторами в проектах, да, то есть проекты, которые были там 3 года назад, и сейчас качество сильно выше, поменялось, но еще находится в зачаточном состоянии. Я бы сказал, что геймдев в Казахстане это сейчас Астана Хаб 8 лет назад на этапе своего создания. Почему вы, получается, промышленники инвестировали в космос? Игры «Переход в космос» я уже говорил, то есть это попытка выйти на новый масштаб, посмотреть сюда. У меня в целом, на самом деле, там есть, ну, наверное, и там, внутреннее понимание. У меня есть там мечта, что хочу, чтобы люди летали в космос, как в Турцию, чтобы стало новой нормой. И это станет скоро. То есть вопрос, там, горизонт там, 10-20 лет, это станет. И вы позвоните и скажете: Айжан, я же сказал. Со хлебом в космос. Вот. Но, то есть, там, инвестирование, оно была попытка посмотреть, пощупать, как устроен рынок. Потому что, когда ты смотришь отчеты, читаешь какие-то эти, везде все классно. Когда ты посмотрел, сделал, то есть я на самом деле там не такие большие деньги. Было 3 проекта, один там стартап сгорел через 2 месяца, через 3 там у фаундера были проблемы. Я понял, что у него проблемы с алкоголем. Или с наркотиками, или с алкоголем. И это, ну, для меня как красный флаг, потому что невозможно построить вообще что-то построить, если у тебя проблемы с зависимостью. Второй проект — это вот космическая погода. Space Tech. Да, то есть уже, кстати, вот спутник летает один. И делает замеры. Так что у вас с вами казахстанец, у которого спутник есть на орбите, летает свой, неплохо. Ну, не так много людей. На спутнике росписи. Росписи нет. Я там на 1% в компании. У нас вот один проект «Космическая погода», а второй проект это у нас казахстанский, вот Space Lab компания. Мы делаем спутниковые модемы для передачи данных. Планируем спутники, но это, как сказать, это оборудование, которое нужно для передачи. Тебе там не нужно играть на нем, стриминг смотреть, но просто это для передачи оборудования, которое у тебя стоит там нефтекачалка, тебе нужно с нее там телеметрию собирать, или в поле, или еще в чем-то. Там, или у тебя там ЖД, там по железке, еще какие-то... Индустрии. Ну, то есть, да, то есть индустриальное, только промышленно-индустриальное решение для наземных, но которым нужна передача данных. Казахстан там, где нет пользуется сети. сейчас, это действующее все. Мы разрабатываем, пытаемся найти контракты Вы, значит, с кем-то. до сих пор еще инвестируете, занимаетесь этим? Это долгосрочный проект такой, да? Ну, да. Есть Казкосмос. И они практически ничего там не заказывают. Ну, сами по себе, то есть разрабатывают это, ну, все понятно. Но вопрос, космическая, там, скажем, спейстех индустрия, что это такое? Если взять шире, то это датчики, то есть это вся военка. Вопрос, нам спутник там взорвали, ну, или еще что-то такое, все, там, у нас нет связи, еще чего-то. Какие-то, не дай бог, конфликты. Обесточивание. Еще что-то. Стратегический вопрос, можно сказать. Да. То есть вопрос, нужны там, я не знаю, нужны нам дроны, например, разработка. Это тоже там, это военка. Нужно что-то для КНБ, нужно для тех. И я когда общался с нашим аэрокосмическим комитетом, то есть мы смотрели, они говорят, мы сами, как Казкосмос, мы не можем, нам не могут дать данные. Типа, ну, то есть я хотел, чтобы был такой формат, чтобы, например, то есть, ну, правительство закупает, да, то есть эти там министерства, они закупают там различные девайсы и так далее, да, то есть там, технологии.
А дайте часть. Но говорю, скажите, что там нужны дроны такие-то, или нам нужны датчики, там еще какие-то вещи такие-то. Бизнес подстроится. То есть, когда они будут Какие технологии можно отдать в бизнес, которые быстро адаптируются? И они, то есть вопрос, так мы их покупаем у американцев, у китайцев, у тех, у русских и так далее. Нашим, получается, легче готовые купить. Купили готовые, втридорого поставили. Вопрос, а если бы мы говорили, мы у вас закупим, вот вы сделаете нам дроны, и будете 20 стартапов. И они будут знать, что если мы выиграем, ну, то есть вот сделаем такой, какой нужно, там, или 10 будет, 10 компаний, бизнес там проинвестирует там, по 200 тысяч долларов предприниматель, но они будут знать, что, ага, я проинвестирую, у меня будет оффтейк-контракт на 3-5 миллионов долларов, и мы окупим эти затраты. Там, ну, то есть в таком формате вот так полетит. Но я говорю, вот я ходил сколько по кабинетам тоже, вот по спейстеху пытался это все двинуть, столкнул, когда мне Каскосмос сказал, говорит, ребята, они нам не говорят. Мы сколько просим, говорим, типа, что вам нужно, мы можем сделать, разработать. Они говорят, мы вам не скажем, это под грифом секретно. Все. Ну зато россиянам говорят, китайцам, американцам, то есть как бы это не под грифом секретно. А своим как-то все под грифом секретно. Да. В этой плоскости тоже можно было изменить там какие-то правила игры некоторые, в которых бы пошла индустрия развиваться. И вопрос, это же тоже стратегический, понимаете, вопрос. Не дай бог что-то. Просто не дай бог что-то. Когда это у нас нет безопасность. Это вопрос в первую очередь нацбезопасности. Когда у нас нет никакого стека технологий в стране, мы можем перескочить там с сырьевой в технологичную сферу. Мы уязвимы, одним словом. Да, но мы можем из сырьевой страны перескочить в технологичную. У Казахстана прекрасный потенциал, мы видим это, потому что это все... Мы с вами начали говорить про человеческие ресурсы. Мы к ним и пришли к концу нашего диалога. Это human resources. У нас классный человеческий капитал. Наши все дети... которые выигрывают соревнования по робототехнике. И они выигрывают, мы это видим. Да, мы смотрим новости каждый день где-то. Где все... Вопрос, где эти дети, как они могут себя здесь реализовать? Когда площадка развития тебя не предполагает того. Вы человек, мыслите стратегически, масштабно, поэтому смело могу задать, какие реформы, если вам за 5 минут 3 реформы, которые бы вы хотели сделать в Казахстане? Ну, смотрите, первое... Можно так сказать. Первое, я бы хотел... Ну, давайте, если 3. Первое, нам нужна стратегия последовательная. Не там, типа, 100 чемпионов там, разных. Вот мы должны, то есть, там, президент, правительство, премьер-министр, должны сказать, мы развиваем там 3-5 направлений. Все. Мы не развиваем 100 направлений. Мы понимаем, что мы, например, в спорте, мы, например, сильны, там, бокс, классная школа бокса, там, и борьба, еще что-то такое, там, теннис, все 3. Не нужно там 150 еще видов там, гольф развивать, в которые у нас там никто... Там, кстати, упразднили, если было их больше 100, сейчас 46, по-моему, приоритетных. Ну, все равно 46 тоже много. Я понимаю, то есть пускай его будут, но вопрос, когда ты фокусируешься, когда ты в душе думаешь про это направление, у тебя будет больше там ресурсов туда делать, и там будут... Эффекта больше. Вот на спорте, вот понятный пример. Точно так же и в экономике. Мы должны сделать ставку. Понятно, у нас есть там ресурсная база. То есть, какой сектор развивать? 1, 2, 3. Там, аграрку будем развивать? Окей, ставка туда. Что в аграрке дальше? Там, копаем. ГМК. Вот это у нас есть хорошая там база. Что можно делать? Какой передел? Докуда мы можем технологически это экспортировать, и это было бы выгодно там, в Европу довести? Туда, окей. Еще что-то. И еще там 2-3 вещи. Мы пока говорим про первое, про стратегию. 2-3 вещи, там, типа, венчурные, типа, айтишка, пусть будет там геймдев, не геймдев. Вообще, я скажу так, там нужна вот именно IT-сфера, то есть и диптех нужно. Диптех – это вот именно технологически. Мы должны сделать ставку, там, все, и скажем, мы туда потратим $2 миллиарда за 10 лет. Вот последовательно будем тратить, то есть развивать вот такой венчур. Выстрелит, не выстрелит, не выстрелит. У Кореи, типа, кей-поп выстрелил. Они туда вложили всего, там, не только кей-поп, вообще, типа, продвижение, типа, культуры, всего $2 миллиарда. Казахстан наш 2 миллиарда туда, вот так вкладывает. Вопрос, когда мы последовательно вводим какую-то в такую индустрию, типа креативную, окей, 2 миллиарда, хотим, чтобы там кино было наше или еще что-то такое. Но мы, типа, и будет стратегия, как это сделать, чтобы на международном рынке... Мне кажется, здесь туризм. Может быть, туризм. Но, как бы, вопрос, что сделать так, чтобы было, то есть, такое, чтобы мы со внешнего деньги притекали в страну через это. Типа, там, вот говорю, там, та же креативная индустрия, то есть вопрос, там, игры, кино, это может быть, это вот тебе там со всего мира там люди платят. Первая стратегия. Второе,
все-таки мы будем говорить, мы промышленная страна, это вот требования по local контентам, которые мы должны изменить правила игры по local контент. По local, чтобы деньги, которые в страну приходят и которые страна тратит, они максимально осваивались здесь, и создавался кумулятивный эффект. Сейчас создается эффект прокачки из страны. Третье – это развитие нашего человеческого капитала нашей страны и создавание площадки для развития вот всем умным, креативным, талантливым людям, которые это все наши дети, мои сверстники и так далее, которые могут создавать классные, крутые проекты. Это может быть как бизнес, наука, диптех, технологии, чтобы для них было профессионально, потому что у Казахстана очень классный человеческий капитал, и нужно сделать так, чтобы он работал и отсюда создавал крутые проекты на весь мир. Вот это третье. Прекрасный тандем, Артем. Спасибо. Действительно, ждала такой диалог от вас. Прекрасные у вас месседжи были, думаю, будут полезны для всех. И я желаю вам, чтобы ваш бизнес, все направления, пусть они расширяются, и те вещи, которые вы всегда глобально говорили о 50-м, о роботах и, наверное, о другой. Дай Бог дожить. Дожить, летать в космос. Наверное, это те энтузиасты, действительно предприниматели, это предприимчивый человек, который созидает, который всегда смотрит далеко, который не сидит и не стоит на месте, наверное, и благодаря таким людям держится, наверное, и экономика, и страна, и за ними тянутся. Будьте всегда примером, активным. Процветания вам. Спасибо большое. Артем, вы удивительный пример того, как предприниматель может быть многослойным и практиком, и стратегом, и инноватором, и инвестором, человеком, который думает о стране не поверхностно, а системно. Спасибо вам за большую работу в бизнесе, в аналитике, в изменении мышления. И спасибо, что пришли к нам в студию. Друзья, это был подкаст о будущем, который создается сегодня. Подписывайтесь, смотрите, задавайте вопросы и думайте масштабнее. До встречи!